Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Не істеватырсыздар? Немен айналысасыздар? Рада вас снова видеть на своем канале. Рада, что вы снова выбираете учиться вместе со мной, учиться читать по-казахски. Ведь вы уже, наверное, заметили, что сделать это легко и просто. Тогда поехали. Итак, разбираем с вами то, что я здесь написала. Написала я, как вы видите, очень много чего, да? Но ничего, сейчас мы с вами все это научимся читать. Итак, я читаю, а вы повторяете за мной. Ну а если вдруг не получается, то скоро мы с вами все разберем, каждую буковку. В принципе, вам ведь здесь нужно научиться читать всего лишь 9 букв. Остальные, я полагаю, вы уже научились читать, если посещали уроки русского языка. Ну, хотя бы на курсах. Вот так. Поехали. Сәлем, танысайық, сен ұнатың кім? Сәлем, танысайық, сен ұнатың кім? Привет, давайте знакомиться. Как тебя зовут? Дальше. Сәлем, мен ұнатым Юля, сен ұнатың кім? Сәлем, мен ұнатым Юля, сен ұнатың кім? Привет, меня зовут Юля. Как тебя зовут? Мен ұнатым Ричард, сен неше жастасың? Мен ұнатым Ричард, сен неше жастасың? Меня зовут Ричард, сколько тебе лет? Меня зовут Ричард, а сколько тебе лет? Мен 39 жастамын, ал сен неше жастасың? Мен 39 жастамын, ал сен неше жастасың? Мне 39 лет. Сколько тебе лет? Идем дальше. Мен 45 жастамын, сен қайда тұрасың? Мне 45 лет. Где ты живешь? Мен 45 жастамын, сен қайда тұрасың? Мне 45 лет. Где ты живешь? Поехали дальше. Мен Қазақстанда тұрамын, ал сен қайда тұрасың? Я живу в Казахстане. А где ты живешь? Мен Қазақстанда тұрамын, ал сен қайда тұрасың? Я живу в Казахстане. А где ты живешь? Так, и сейчас я немножечко подниму вверх то, что я написала. Разбираем дальше. Так, еще, наверное. Вот так я подниму, да? Разбираем. Вот. Мен Ұлыбританияда тұрамын, ал сен қай қалада тұрасың? Я живу в Великобритании, а ты в каком городе живешь? Мен Ұлыбританияда тұрамын, ал сен қай қалада тұрасың? Я живу в Великобритании, а ты в каком городе живешь? Идем дальше. Мен Сәтпаев қаласында тұрамын, ал сен қай қалада тұрасың? Я живу в городе Сәтпаев, а ты в каком городе живешь? Мен Сәтбаев қаласында тұрамын, ал сен қай қалада тұрасың? Я живу в городе Сәтпаев, а ты в каком городе живешь? Итак, спускаемся еще на одно предложение. Разбираем. Мен Лондон қаласында тұрамын. Саған Сәтбаев қаласында тұру ұнай ма? Мен Лондон қаласында тұрамын. Саған Сәтбаев қаласында тұру ұнай ма? Я живу в городе Лондон, а тебе нравится жить в городе Сәтбаев? Поехали дальше. И я. Так, вот, получилось выделить. И я маған Сәтбаев қаласында тұру ұнайды. Ал саған Лондонда тұру ұнай ма? И я маған Сәтбаев қаласында тұру ұнайды. Ал саған Лондонда тұру ұнай ма? Да, мне нравится жить в городе Сәтбаев. А тебе нравится жить в Лондоне? Да, мне нравится жить в городе Сәтбаев. А тебе нравится жить в Лондоне? И заключительное на сегодня предложение. И я маған Лондонда тұру ұнайды. И я маған Лондонда тұру ұнайды. Да, мне нравится жить в Лондоне. Ну что, вам было трудно прочитать? Я думаю, что нет. Итак, вспомним, как читаются некоторые буквы. Возвращаемся к началу. Сәлем. Сәлем. Вспомним, как произносится буква «э». Произнесем слово «мяч», и в данном случае буква «я» будет звучать как «э».
Ничего сложного, правда? Сялем. Е звучит как Е. Что пишется, то и читается. Сялем. Идем дальше. Танасаек. Танасаек. Если не получается букву «ы» произнести коротко, ну что делать? Произносите ее как обычную. Со временем научитесь. Танысаек. Ну, конечно, звучит немножко не очень, но лучше уж так, чем вообще никак. Ну, а если у вас получается, то повторяем за мной. Танаса, танаса. Представим, что ее здесь вообще нет. И у нас получается вот что. Танса, 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 танса. Все. И последний слог в данном слове «ек», «ек», «ек». И кратко, и буква «ы» произносится очень кратко. Тоже очень кратко. Дальше у нас идет буква «к» с хвостиком. На самом деле все просто. Мы откашляемся через букву «к», и у нас получится звук «к», «к», «ек», «ек». И вот что получается целиком. Танасаек, танасаек, танасаек. Сялем, танасаек. Идем дальше. Сен атомком. В одном из предыдущих видео мы это уже разбирали, так что здесь нет ничего сложного. Просто еще раз напомню, если у нас стоит буква «ы» или буква «ы», твердая и мягкая буквы соответственно, то они в слове практически не произносятся. Вот и все. Просто буква «ы» делает данный слог твердым, а буква «ы» мягким. Вот и все. Сены атомком, сены атомком, сялем, танасаек, сены атомком. Идем дальше. Сялем. Минунатом Юля, сенунатом ком. Селем, минунатом Юля, сенунатом ком. Тоже ничего сложного, мы с вами здесь уже все разобрали. Ничему новому здесь вас учить не надо. Разбираем дальше. Минун атом Ричард. Минун атом Ричард. Напомню, что в слове атом ударение у нас перенесется на первый слог. И в слове минун ударение тоже перенесется на первый слог. В слове синун, минун. Все почему? Потому что дальше стоит буква, либо буква «ы», либо буква «ы». И все. За счет того, что они произносятся кратко, ударение переходит на слог вперед. Вот такие дела. И читаю еще раз. Минун атом Ричард. Дальше. Сен, неще, жас, та, сын. Здесь в последнем слоге стоит буква «у», которая кратко произносится, и буква «н», которая звучит ровно точно так же, как в слове English. English. Такая вот сонорная буква «н». А еще кончиком языка тянемся к верхнему небу и, не дотягиваясь до него, произносим обычную букву «н». И у нас получается сонорная буква «н» или «н» с хвостиком. Сон, сон, сон. Ну, вы чувствуете разницу? Сын и сон, сон, сон. Ну, как будто у вас нос заложен. Такое вот нехорошее сравнение, но факт остается фактом. Помогает. Стен, нище жастасан. Стен, нище жастасан. Стен, нище жастасан. Идем дальше. Мен отыз тоғыз жастамын. Ал сен неше жастасың? Мен 39 жастамын. Ал сен неше жастасың? Здесь ничего сложного. Читаем слово «мен», написано «е», значит «е». Читаем слово «отыз». Ударение ставится на первый слог, потому что во втором слоге и в последнем, соответственно, стоит буква «ы». За счет того, что она короткая, ударение она на себя не принимает. И у нас получается, в принципе, вот если в транскрипции написать, слово из 3 букв. Ну, хорошо, что из приличных, да? Отс, отс, отс. Дальше слово тос, тос, тос. Ударение точно так же ставится на первый слог, на букву О. Букву Г, я думаю, вы умеете произносить. Она очень многим знакома. Либо попробуйте такой вариант. Скажите через букву Х тохас, а затем сделайте букву Х
Х более букву Х, да, наверное, правильнее сказать. Букву Х более звонкой, и у вас получится звук Г. Г. Тогс, тогс, тогс. Идем дальше. Жас, та, ман. Жас, жаста, жастаман. Букву «ы» как будто нет. И за счет того, что ее как будто нет, ударение ставится на слог та. Та. Жастаман, жастаман. Идем дальше. Ал сен нище, жаста сын. Жаста сын. Ничего сложного. Вот здесь вы уже научились это читать, правильно? А здесь просто этот вопрос повторился. Спускаемся ниже. Мен, крық, бес, жаста, мын. Сен қайда тұрасың? Разбираем. Мен мы умеем читать. Дальше у нас написано слово қырық. Вспоминаем, буква «ы» у нас не читается. Ну, либо очень-очень кратко. Главное произнести здесь каждую букву твердо. И вот что у нас получается. Если мы их удаляем, да, и пишем транскрипцию с ними. Крк, крк, крк. Здесь нужно вспомнить, как читается буква К с хвостиком. Просто нужно слегка откашляться через букву К. И у нас получится звук К, К, К. Ну или отхаркнуться. Ну, мне не очень нравится это слово, но хотя именно оно передает весь смысл того, как же будет звучать эта буква. Да простят меня лингвисты и преподаватели казахского языка. Мен қырық, қырық бес жастамын, жастамын. И читаем предложение целиком. Мен қырық бес жастамын, жастамын. Дальше сен қайда тұрасың? Сен қайда тұрасың? Сен значит сен, никаких сен, никаких и, никаких син. Сен значит сен. Дальше слово қайда. Қайда. Снова вспоминаем и пробуем откашляться через букву К. И у нас получается қайда. Қайда. Ну, конечно, если вы скажете кайда, вас тоже поймут. Но лучше все-таки уж чуть-чуть постараться и попробовать произнести правильно. Хайда. Ударение ставится на слог да. А все почему? А все потому, что есть такое правило в казахском языке, что ударение практически всегда ставится в конце слова. Ну а вот о нюансах вы уже узнали. Если в конце стоит буква «ы» или буква «ы», то ударение перескакивает на слог вперед. Вот и все. Разбираем слово тұрасың. 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 Буква «у» или буква «у» с черточкой произносится очень просто. Сначала произносим букву «у», а затем ее очень краткую версию. И у нас получается «у», «у», как будто бы мы с вами слегка удивились. «У», «у», «у». Все, ничего сложного. Дальше слог «ра». И соединяем эти два слога. Тора, тра, тра. Следующий слог сон, сон, сон. Букву «у» мы с вами не произносим. Нам нужно здесь произнести букву «с», пардон, и букву «н» вместе. И вот что у нас получается. Сон, сон, сон. Опять же, вспоминаем кончиком языка, тянемся к верхнему небу, произносим обычную букву «н». И чтобы у нас получился звук «н», мы просто этим кончиком языка не дотягиваемся до верхнего неба. Просто потратьте секунд 30, чтобы понять, как это сделать. И у вас все обязательно получится. Так, а я сейчас подниму наше предложение вверх. Так, подняла, да? И переходим к следующему предложению. Мен Қазақстанда тұрамын, ал сен қайда тұрасың? Мен Қазақстанда тұрамын, ал сен
кайда турасың. Разбираем мен, ка. Вспоминаем, как прочитать букву К с хвостиком. Ка. Попробуем чуть-чуть откашляться. Казак. Казак. Стан. Казахстан. Казахстанда. Ударение на последний слог. Казахстанда. Дальше. Трамын. 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 Буква У с хвостиком. Очень просто. Это короткая версия буквы О. То. Пробуем сначала О, то, а затем коротко то. То. Все, вы научились. Поздравляю. Трамын. Ударение на слог ра, потому что дальше идет буква У, которая короткая, а за счет этого она ударение на себя не принимает. Трамын. Мен Казахстанда турамын. Все очень легко и просто. Ал сен қайда тұрасың? Ал сен қайда тұрасың? Сен қайда тұрасың? Ничего сложного, этого уже научились читать. Погнали дальше. Мен Ұлыбританияда тұрамын. Ал сен қайда тұрасың? Мен Ұлыбританияда тұрамын. Ал сен қай қалада тұрасың? Разбираем мен, уло. Вспоминаем, что у с черточкой читается очень просто. Это короткая версия буквы у. И у нас получается вот что. Уло. Дальше мы видим, что у нас стоит буква у, которая тоже очень кратко произносится. Можно сказать, что ее здесь нет. И у нас получается вот что. Улыбри. Получается? Думаю, что да. Улыбритания, да. Ударение ставится на букву А в слоге да. Улыбритания, да, потому что, в принципе, ударение в казахском языке ставится на последний слог. Мен Улыбританияда турамын. Слово турамын вы читать уже умеете. Идем дальше. Ал сен қай қалада тұрасың? Ал сен қай қалада тұрасың? Ал сен, читать легко и просто, вы уже умеете. Қай. Я думаю, вы это уже тоже поняли. Сначала попробуйте произнести кай, а потом попробуйте откашляться и произнести кай. Кай и кай. Қалада. Қалада. В слове қалада ударение ставится на слог да. Идем дальше. Тұрасың. Это вы уже умеете читать. А теперь читаем предложение целиком. Мен Ұлыбританияда тұрамын, ал сен қай қалада тұрасың? Так, и я сейчас еще чуть-чуть подниму. Так. Вот. Читаем дальше. Мен Сәтбаев қаласында тұрамын, ал сен қай қалада тұрасың? Мен Сәтбаев қаласында тұрамын, ал сен қай қалада тұрасың? Разбираем. Я живу в городе Сәтбаев, а ты в каком городе живешь? И первое слово вы читать уже умеете, слово мен. Дальше Сәтбаев. Напомню, как прочитать букву Э. Пробуем произнести слово мяч, и в слове мяч буква Я будет звучать как Э. Ну или слово няня, или слово кляча, и там везде буква Я будет звучать как Э. Сят, ня, сят, ня, ся. Все очень просто. Просто повторяйте. Мен Сәтбаев. Да, я знаю, что букву Т и букву Б прочитать очень сложно. В русской интерпретации это звучит как Сатпаев, но в казахской интерпретации читается и пишется именно так. Сәтбаев. Дальше идем. Слово қаласың-да. Напомню, что здесь К с хвостиком, а читается она очень просто. Пробуем отхаркнуться или откашляться
Пардон, не могу произносить эти слова, но все-таки. Что не сделаешь для того, чтобы научиться? Ха, ха, ха. И читаем дальше. Хала, хала, халасан. Буква у нас здесь не произносится, так что можете в транскрипции записать, что ее там нет. Халасан, халасан да, халасан да. Ударение ставится на слог да. Слово тораман вы читать уже умеете. И читаю предложение целиком. Мен сядбаев халасында трамын. Все, ребята, вы научились читать. Поздравляю! Можете ехать в Сапаев. Разбираем дальше, что написано. Ал сен кай калада турасың. Ал сен кай калада турасың. Ал сен кай калада турасың. Думаю, здесь уже нет смысла что-то объяснять. Вы все можете прочитать и без меня. Разбираем дальше. Мен Лондон қаласында тұрамын. Мен Лондон қаласында тұрамын. Саған Сәтбаев қаласында тұру ұнай ма? Саған Сәтбаев қаласында тұру ұнай ма? Разбираем. Мен Лондон, мен Лондон, қала, қаласың, қаласында, ударение на последнюю букву А, тұрамын. Мен Лондон қаласында тұрамын. Я думаю, здесь уже ничего объяснять не надо. И так все понятно без слов. Идем дальше. Саган. Сначала пробуем произнести сахан через букву Х, а затем немножко звонче, и у нас получается саган. Идем дальше. Сядбаев. Саган Сядбаев. Қаласында тұру ұнай ма? Разбираем вот последние слова в данном предложении. Туру унайма. У нас сначала стоит У с черточкой, а потом обычная буква У, да? Так вот, буква У с черточкой – это краткая версия буквы У. Туру. Все, ударение ставится уже на слог РУ, на обычную букву У. Туру. Идем дальше. Онай. Ударение на букву А. И частичка ма. Онайма. Турунайма. Читаем предложение целиком. Саган Сәтбаев қаласында турунайма. Саган Сәтбаев қаласында турунайма. Разбираем следующее предложение. И я маған Сәтбаев қаласында турунайт. Ал саған Лондонда тұру ұнай ма? Иә, маған Сәтбаев қаласында тұру ұнайды. Ал саған Лондон тұру ұнай ма? Ой, кажется, я уже заговариваюсь, да? Ну ничего, скоро урок закончится. Иә, маған Сәтбаев қаласында тұру ұнайды. Ал саған Лондонда тұру ұнай ма? Разбираем. Иә. Представим, что здесь просто написана буква Я. Я. Маған. Сначала прочитайте махан, а затем более звонко маган. Вот и все. Сәтбаев уже научились читать. Қаласында. Сәтбаев қаласында. Тұру ұнайды. Как прочитать слово ұнайды? Мы читаем все как написано. Единственным исключением мы букву «ы» можем практически не произносить. Хотя верны два варианта. В Казахстане вы услышите и «онайда», и «онайт». Но когда вы услышите «онайт», вы можете подумать, что это вообще другое слово. А оказывается, это слово «онайда». Вот и все. Так скажем, в разговорной речи букву «у» практически не слышно, и буква «д» будет звучать как буква «т». А нам с вами будет казаться, что это какое-то новое слово, которое надо узнать. А это все то же самое «унайда». Вот такие вот дела. И читаем еще раз. И я маған Сәтбаев қаласында тұру ұнайды. Вот и все. Ал саған Лондонда тұру ұнай ма? Ал саған Лондонда тұру ұнай ма? Разбираем. Ал саған
саған Лондонда, ал саған Лондонда тұрмаймын. Лондон, да. Ударение будет падать у нас на слог да. Тұру, тұру, тұру. Унайма. Это мы с вами уже научились читать вот здесь. Тұрунайма. Лондонда тұрунайма. Да, мне нравится жить в городе Сатаев. А тебе нравится жить в Лондоне, да? Перевод. И следующее с вами заключительное предложение, которое очень быстро мы с вами прочитаем. И я маған Лондонда тұрунайт. Да, мне нравится жить в Лондоне. И я маған Лондонда тұрунайт. Да, мне нравится жить в Лондоне. Разбираем. И я, представьте, что здесь не буква а буква я. И читайте так. И я маған. Сначала прочитайте махан, а затем более звонко маған. Вот и все. Лондонда, маған Лондонда, тұру, буква У с хвостиком. Это краткая версия буквы О. Тұру, ударение на ру. Онай, да, онайт. Или унайт, просто унайт, тоже можно. В общем, верны будут два варианта. Онайт, да, унайт. В транскрипции можете так и записать, что буквы «и» здесь нет. Будет ее краткая версия все равно. А «у» с хвостиком – это краткая версия буквы «у». Ну что, дамы и господа, сегодня мы с вами очень хорошо потрудились. Мы сегодня очень много прочитали с вами вопросов и предложений. В общем, это был такой, так скажем, мини-диалог, который можно еще несколько раз перечитать для закрепления новых букв, которые вы сегодня узнали. Вот такие вот дела. Ну а я предлагаю вам подписываться и продолжать вместе со мной учиться читать по-казахски. Лайки, шмайки, комментарии приветствуются. Ну вы ведь помните, да? Ну и подписки тоже. Все. Пока, ваша я.